28 тонн – это первая партия гуманитарного груза. Помощь, собранную жителями Ингушетии, в ближайшее время доставят в сектор Газа. В течение 10 дней в республике собрали 180 тонн груза и около 80 миллионов рублей. Откликнувшись на зов о помощи Палестине, это продукты, детское питание, средства личной гигиены, медикаменты, генераторы и другие предметы первой необходимости. В сопровождении сотрудников полиции фуры с гуманитарной помощью направились в аэропорт Грозного. Самолет Ил-76 МЧС России прилетел и ждет погрузки. Воздушный мост по доставке гуманитарной помощи в Египет, а оттуда уже в Палестину, организован по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина. Первый заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Девлоев по поручению главы региона Махмуд Али Калиматова лично контролирует отправку помощи в Палестину. Каждая отправка, в том числе и данная отправка, была согласована главой республики с непосредственным руководителем МЧС России. И Махмуд Али Шарифович держит ситуацию с отправками на контроле. И в ближайшее время будет объявлен уже следующий борт для отправки. Гумпомощь передадут египетскому обществу Красного полумесяца, представители которого уже переправят ее в анклав. Организацией отправки грузов в Палестину занимается также МЧС России по Ингушетии. Спасатели целой командой загружают поддоны на борт самолета. На данный момент уже, как вы видите, идет погрузка. Ориентировочно 7 часов утра по московскому времени уже ожидается вылет с аэропорта Грозного в Арабскую Республику Египет. В дальнейшем также совместно со специалистами МЧС России, авиабортом МЧС России будут сопровождаться два представителя от благотворительных организаций нашей республики. Сопровождать груз и следить за обстановкой планирует член правления благотворительного фонда Тишим Ахмед Костоев, который пополнит ряды общества Красного полумесяца от Ингушетии. Это только первая отправка грузов в Палестину, на счету как минимум еще 7 партий. Альхамдулилlah, что у нас это получилось. Мы поэтому и летим туда, чтобы посмотреть, почувствовать, что там происходит, и сделать все возможное, чтобы груз дошел именно до Газы. Надеемся, что в ближайшие неделю еще второй борт будет, а потом уже будем дальше смотреть. Сотрудники МЧС Ингушетии, которые занимаются погрузкой груза, выражают благодарность президенту страны и лично главе Ингушетии за возможность помочь палестинцам хоть чем-то. С первых же дней эскалации конфликта на Ближнем Востоке Россия в ООН настаивала на полном прекращении огня. Но Соединенные Штаты продолжают спонсировать Израиль в своих корыстных целях. Играя роль добродетеля, они очередной раз доказывают всему миру, насколько нетерпимы к другим расам, конфессиям и взглядам, а страдают, как и всегда, невинные мирные жители. Адам Гулоев, Султан Магушков, Сулейман Костоев, Мурат Гуражев. Новости 24.